Подождите, смотрите, да? Я вот тут. Добрый день и добрый вечер. Меня зовут Кирьянова Любовь Валерьевна, я педагог-психолог регионального центра развития социальных технологий и консультант консультационного центра института. Подсмотрю даже, простите, пожалуйста, Коми Республиканского института развития образования. И я рада вас сегодня приветствовать на консультационном часе по теме асоциальное поведение детей и подростков. И как-то мне так привычно, что никого не вижу, не слышу. И я могу сразу с вопросов начать, правильно? Я сегодня буду отвечать на ваши вопросы. И я сегодня буду отвечать на ваши вопросы и надеюсь, что отвечу на них полно и понятно. Итак, первый вопрос. С моим сыном я буквально сражаюсь за порядок в комнате. Ему уже 5 лет. Я думаю, что такая обязанность, как убрать игрушки, уже вполне ему по силам. Однако сын никак не хочет сам наводить порядок. И каждый раз приходится ругаться, прежде чем он сам начнет убирать за собой разбросанные игрушки. Как можно решить эту проблему? 5 лет, вы совершенно правы, ребенок может и уже убирает, и некоторые психологи, педагоги говорят, и должен убирать свои игрушки. Но это зависит от того, как вы его воспитали, как вы ему это приручали, скажем так, привлекали к этой деятельности. Самый простой вариант ребенку 5 лет вести, так как для него ведущая деятельность это игра, все это ввести в игру. А Мишка или Машинка хочет домой, хочет свой ящичек, на свою полочку, полежать, отдохнуть. Ты можешь ей помочь. Либо второй вариант. А кто из нас быстрее соберет игрушки, да, или кто больше соберет игрушки? И вот так мягко-мягко подводить ребенка к тому, чтобы он собирал игрушки. Для, скажем так, ребенка с обыкновенным, с нормативным поведением, да, достаточно 21 раз проиграть вот эти ситуации, и он уже привыкает, и он идет по определенному алгоритму, что я поиграл, и надо убрать игрушки. Еще из вариантов, когда у вас, я надеюсь, что я достаточно понятно вам говорю, да, определенный промежуток времени, например, вы играете перед сном там, в течение часа, полутора, через 10-15 минут вы будете укладываться спать, то вы можете предупредить ребенка, через 10 минут мы с тобой пойдем умываться, чистить зубки, а потом ложиться спать. Надо собрать игрушки. Но так как это ребенок, всего лишь ему 5 лет, ему достаточно одного вот такого приказания, скажем так. Через 5 минут мы собираем игрушки, и будем готовиться ко сну. Еще один алгоритм. И на сегодняшний день в Республике Коми реализуется программа «Невероятные годы». Она проходит именно в учреждениях социальной защиты населения Республики Коми, и там обучают, специалисты обучают родителей справляться вот с таким трудным, скажем, проблемным поведением детей, да. И один из вариантов в этой программе предложенный – это создать календарь наклеек, система наклеек. На сегодняшний день эту систему наклеек используют и воспитатели детских садов Республики Коми. То есть вы берете, разделяете, берете лист бумаги, прописываете как календарь, да, на 3 недели, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Там есть маленькая оговорка, что в течение конце недели ребенку должен быть маленький такой приз, презент. И лучше это будет социальная похвала, да. Лишние 10 минут посмотрели мультик, лишние 10 минут поиграли на компьютере, помог маме испечь пирог, сходили, погуляли, куда он захотел. Либо почитали дополнительно главу в книжке. Так вот, вы ребенка в субботу либо в выходной день говорите, вот у нас есть вот такой календарик волшебный, да, и мы с тобой сюда будем наклеивать наклеечки. Наклеечки покупаете вы, но наклеивает ребенок. Хранятся наклеечки у вас.
Я, наверное, долго объясняю, да, но это последний, да, такой момент, который очень хорошо идет у деток до 12 лет, скажем так, даже у подростков. И вот смотри, ты сегодня собрал игрушки, да, но перед этим ребенку обязательно говорим, ты все делаешь хорошо, ты быстро собираешься в детский садик, ты аккуратно там кушаешь, у тебя чистая одежда. То есть мы его сперва хвалим, а потом мы ему проговорим, ну вот это, ну вот меня очень расстраивает, что ты не собираешь игрушки. Давай мы с тобой потренируемся, что ты их соберешь. И как только соберешь, мы приклеим наклеечку. Да? Здесь вы можете даже подключить вот такой промежуток времени, таймер там, за 10 минут, за 15 минут. Но вам это в первый раз нужно будет контролировать, сколько времени нужно ребенку. Вы можете сказать за 10 минут, а ему 5 лет, он не успеет. Ему нужно 15-20. У него ведущий вид деятельности, еще такая игра. Да, простите, пожалуйста, да. Но это первый раз. И вот вы смотрите, заходите, смотрите, все, время пошло, ты готов играть? Он говорит, да, ну давай, время пошло, таймер включили, он собирает эти игрушки, а вы заодно отслеживаете, сколько нужно времени. И он только собрал, молодец, ты можешь наклеить первую наклеечку, какую ты выберешь из этих? И он наклеивает. Для него это мотивация, для него это плюс. Он собрал, получил награду. И вот когда он собрал 6, 7-я, вы его поощряете. 21 день, поэтому 3 недели по 7 дней. В конце 3-й недели у него навык уже, как говорят профессора, ученые, да, закрепился, поэтому чуть побольше презент, чуть побольше подарок, чуть побольше вот такая награда. И тогда можно вводить какое-то другое, что вам не нравится, тип поведения. По сути дела, рассказала невероятные годы. Итак, надеюсь, что ответила. Второй вариант, да, здесь дошкольного возраста 8 здесь задано. Практически каждое утро, когда нам с дочкой надо собираться в детский сад, она не хочет вставать, отказывается одеваться, просит еще минуточку полежать. И так долго собирается, что приходится постоянно ее подгонять. И к тому времени, когда мы выходим из дома, я чувствую себя усталой и раздраженной. Можно ли найти выход из подобной ситуации? Совершенно верно. Это можно, это легко решаем. Также решаемо системой наклеек. Любой ребенок, он легко идет на систему наклеек. Да? Для вас важно, только вам нужно решить, для вас важно, что она не хочет вставать, либо отказывается одеваться, либо просит еще минуточку полежать, что в этой системе наклеек вы будете прорабатывать. Потому что здесь в вашем пункте написано 4, я вижу, да, 4 типа, как называют психологи, трудного поведения ребенка. Не хочет вставать, отказывает одеваться, просит еще минуточку полежать и так далее. Что для вас важно? Чтобы вы сказали, Даша, мы встаем, и она встала. Либо Даша, мы одеваемся, и она стала одеваться. Вот что для вас на этот момент самое важное, вы то и прорабатываете именно системой наклеек. И я уверена, как показывает мой, опять же, опыт родителей, это идет на ура. Идем дальше. Да? Итак, первый вопрос у меня, да, самый любимый, наверное, и важный вопрос. К каким специалистам могут обратиться родители с целью профилактики асоциального поведения подростков? Асоциальное поведение детей, асоциальное поведение подростков – это поведение либо действия подростков, которые отклоняются от определенных норм, да, определенных принципов, принятых в обществе. И так называемую профилактику, я убеждена, на сегодняшний день проводят образовательные учреждения. Если вы заметили за своим ребенком что-то такое противоправное, да, либо заметили какие-то признаки, которые вас напрягают, например, от него стало пахнуть, запах очень интересный, либо в карманах нашли какую-то травку, да, либо он пришел в каком-то неадекватном состоянии, либо на него стали жаловаться преподаватели, друзья, скажем так, да, то, соответственно, вы можете обратиться к педагогам этого учреждения, в котором находится ваш ребенок, да, либо обратиться к психологам. Можно обратиться. Сейчас на сегодняшний день очень много психологов, очень много психологических центров, можете обратиться к любому и рассказать признаки, которые вас волнуют, которые вас напрягают, и вас там проконсультируют.
Какие профилактические меры могут использовать родители в избежании социального поведения подростков? Самое главное — это слышать и слушать подростка. Самое главное — верить ему, что бы он ни сказал, чтобы он знал, что он придет домой, что-то расскажет, и не было криков, не было разбирательств, да? Ему сказали: да, я тебе верю, но в чем это заключается? Как ты пришел к этому решению, да? Что ты под этим подразумеваешь, чтобы узнать вот эти все маленькие нюансы, узнать источник, откуда это пошел. Также самая важная профилактическая мера для ребенка, для родителей, особенно детей подросткового возраста, помимо того, что слышать, слушать, верить ребенку, да, хвалить, но не хвалить просто так: ты молодец, о, умница, а объяснять, за что хвалить. И есть такой вариант, что многие родители, если не согласны, говорят: можно перехвалить. И в этом случае я всегда родителям говорю: а вы объясняйте, за что вы похвалили. О, как приятно, что ты красиво заправил постель, да. О, ты такой молодец, сегодня заработал за самую пятерку, за самый тяжелый предмет, да. То есть я объясняю, за что я его хвалю. Что же еще важно в профилактике, да? И самое главное, наверное, чтобы не было социального поведения, потому что оно неприемлемо в нашем обществе, оно считается и трудным поведением, считается и деструктивным поведением, и считается как одной из предпосылок для того, чтобы дети стали употреблять вот эти наркотики, спайсы, курить и алкоголь. Наверное, самое главное, наши дети — это зеркало родителей. И если вы дома их оскорбляете, унижаете, применяете какие-то физические наказания, да, они это все понесут в тот мир, в то общество, в котором они находятся. Поэтому самое главное, чтобы у вас в доме не было вот этого асоциального, трудного поведения, связанного не только с детьми, но и между собой, между супругами, между родственниками. Еще один из вариантов есть профилактики. Если у вас в доме, да, курят, выпивают, и это в присутствии ребенка, есть некоторые даже семьи предлагают, то ребенок, конечно, это попробует, это принято. Это картина мира, с которой он живет. И он это будет нести в обществе, и он это будет делать, да. Очень маленький процент того, что ребенок из алкогольной семьи в будущем не создаст такую же алкогольную семью. Так, что я еще могла забыть? Социальная среда, где растет ребенок. Я так это широко, наверное, да, или наоборот вы хотите. Важна социальная среда, в которой он живет, в которой он находится, социально совершенно верно, да. И главное, чтобы еще в семье не было гиперопеки, мы каждый шаг его просчитывали, либо наоборот гиперопеки. Ну, делай, что ты хочешь, я работаю, зарабатываю деньги, да. Также социальное поведение, социальное окружение. Если он не вошел после детского садика, мы уже чаще отдаем в школу, и это сборный класс, большое вам спасибо за подсказку, да, и он туда не влился, не научился с ними сотрудничать, он опять же может выйти в это трудное поведение социальное, либо ему не понравился. На сегодняшний день у нас дети очень умные, они действительно умные, и они вот нравится, не нравится, начинается вот так, да. Опять же, да, здесь работаем с педагогами, с окружением, с одноклассниками. Педагогическая гиперопека, гипоопека. Некоторые исследователи говорили, что раньше на социальное поведение существует такая теория, влияет и генетика. Но на сегодняшний день были проведены исследования, и это нигде не подтверждено. Скажем так, буквально вот час назад про это еще прочитывала исследование. Были проведены исследования, влияет ли именно такой интересный факт, запомнился на всю жизнь, преподаватель говорил, профессор, да, в республике Коми, так как мы кочевой народ, и у нас вот это бродяжничество идет, мы привыкли постоянно кочевать, поэтому наши дети как бы склонны к бродяжничеству, да, но на сегодняшний день это есть, ну, скажем так, маленький процент, да,
Есть еще биологическая причина асоциального поведения. Это связано уже с заболеваниями несовершеннолетних. Многие ученые говорят, также влияет гиперактивность, они не могут держать долго в руках, сидеть на одном месте, это связано с трудным поведением, да, социальным, кто-то считает поведением, кто-то считает, что черепно-мозговая травма, если была ребенка, можно также какие-то там, я очень не грубо, очень некорректно скажу такое, да, как отклонение. То есть вот это такие маленькие причины нашего асоциального поведения наших детей. Профилактические меры – любить, верить, слышать, слушать и поддерживать наших детей. Еще такой вопрос, да, сразу же, как бы в эту же степь. Вот смотрите, когда ребенок находится на грани подросткового вот такого маяка, да, таких качелей, очень часто они как раз попадают вот в ситуацию ассоциативного, асоциального поведения. Вот что в такой ситуации делать? На что обратить внимание и, точнее, как предотвратить вот эти качели, да, возможно, удержать на грани, чтобы он не скатился, да, или в ту сторону, чтобы ребенок остался на, как положено. Я отвечу так, что подростковый возраст – это самый, наверное, с моей точки зрения, да, хотя говорят возраст там, кризис 3 лет, да, самый такой семицветие. Для меня подростковый возраст, может, потому что затронул лично, да, это семицветие такое. И удержать вот эту грань, это очень тяжело. И на сегодняшний день, если раньше было сказано, подростковый возраст идет с 11, с 12 до 15, был вариант с 12 до 18 лет, то на сегодняшний день уже многие исследователи и психологи всего мира говорят, он начинается с 9 и может длиться до 25 лет. То есть вот этой границы как таковой нету. И чтобы ребенок не перешел эту черту, не ушел в асоциальные группировки, в асоциальное поведение. Самое главное, опять же, это моя точка зрения, да, самое главное, чтобы, начиная с дошкольного возраста, я обычно говорю родителям, вы знали, о чем он думает, о чем он дышит, о чем вообще он мечтает, чтобы вот он вам все это рассказывал. Ложитесь спать. Как твой день прошел, как мой день прошел, а как ты планируешь завтра, чтобы у вас вот это была привязанность, это доверие, что в любом случае он вам рассказал, и он вас слышал. Если же в нашей семье, да, или в семье кого-то другого, этого нету. Так, ложись спать, о чем ты говоришь, это все ерунда. Ребенок вот эти качели тяжело будет выправить. И я знаю, что существует еще одно мнение такое, да, профессора медицинских наук, и вообще вот как бы профессоров, которые занимаются социальным поведением, до 11 лет спокойно ребенка можно выправить, откорректировать, скажем так, поведение. Да? Даже вот эта программа «Невероятные годы», там идет коррекция поведения от 2 до 8, и мы берем даже деток до 12 лет. А вот старше уже тяжеловато. Если родитель приводит и говорит, исправьте его, сделайте что с ним, будь с ним. Я всегда говорю, не только с ним, но и с вами. Семья – это цепочка, нельзя одну цепь исправить, а все остальные ничего не делают. Работать будут, здесь работать будут все. И папа, и мама, и брат, и сестра. Ответила на ваш вопрос? Да, спасибо. Угу. Итак, если я пропущу вопрос, напомните мне, пожалуйста, хорошо? Так, как понять родителям, что их ребенок связался с плохой компанией, злоупотребляет вредными привычками, и вдруг ребенок это очень хорошо скрывает. Если у ребенка появилась плохая компания, да, это видно сразу. Он меняет поведение, он меняет слова, он меняет друзей, он меняет, вот как вы сказали, да, вот это социальное окружение. Он может по ночам не спать, он будет нервничать, грызть ногти, будет волноваться, да, он, опять же, наверное, это мой такой опыт, да, сразу видно, что он что-то скрывает, да. Я пошел гулять, с кем пошел гулять? Ты его не знаешь, либо с Сережкой. А что вам мешает? А напомни мне, пожалуйста, телефон Сережки. Я у мамы хотела спросить, как пирог вкусный печь. Он же не знает, что вы знаете мамину Сережку там или нет. Но вы же его спросили, проверили. То есть это будет сразу видно, как он скрывает. И ничто вам не мешает, когда он пришел. Он сделает это так, чтобы он не видел, да. Как говорит одна мама, он приходил,
И он так замкнулся, я не знаю, потому что подростковый возраст — это же период романтики, влюбленности. Он влюбился, либо у него компания. И я подходила, говорит, среди ночи вставала, нюхала карманы, проверяла вот это. Ну все аккуратно, очень аккуратно. Это некорректно, это мы заходим на их территорию. Но видно, что ребенок поменялся. Можно откровенно его спросить: а что случилось в нашем доме? У нас любовь или что-то другое? Ответила? Так, могу идти дальше, да? Девочке 12 лет. Имеет много интересов: теннис, музыкальные инструменты, чтение, вязание. В школе отличница и переживает, что одноклассники считают ее помешанной на учебе, раз у нее всегда пятерки. Как успокоить ребенка? Какие действия можно предпринять, чтобы дать понять одноклассникам, что девочка живет насыщенной жизнью и учеба занимает лишь одну составляющую в этой жизни, при условии, что ребенок скромный и не стремится что-то кому-то доказывать? Итак, я бы задала здесь нескромный вопрос, потому что мне бы нужно знать, да, если, я надеюсь, что когда ребенок ходит на теннис, на музыкальные, на чтение, вязание, нет, на теннис, там, скорее всего, у нее есть друзья, по крайней мере, люди, связанные общим интересом. И если у нее есть вот этот друг, подруга, некоторые теннисисты, они очень хорошо дружат, контактируют с тренером, да, и тренеру рассказывают все свои проблемы, скажем так, в большинстве случаев. То если есть, то так и говорит: смотри, они же все ходят, если вы еще знаете, кто туда ходит, кто как учится, им комфортно, да, и им удобно, и в школе, может, тоже их обзывают, но у вас есть цель. Сегодня ты учишься в этом классе, сегодня ты учишься здесь с этими ребятами, а что будет завтра? Завтра ты пойдешь с ними же в другое там училище, в другой колледж, там, не знаю, в институт, или ты пойдешь сама, пойдешь со своими друзьями с кружков, со своими друзьями там с секций каких-то, да. То есть ребенку вот так мягко-мягко проводим по беседу. У тебя насыщенная жизнь, хорошая, да. И учеба, да, действительно занимает лишь одну. Тебе, я бы здесь задала самый важный вопрос, наверное, с моей точки зрения. Тебе важно, очень важно, или вот просто важно, чтобы они тебя принимали, да, чтобы они тебе не говорили плохие слова, либо тебе, ну, это задевает, ну, мягко так не задевает, да. Если оно мягко задевает, то с ребенком достаточно этой беседы. Для чего ты учишься? Ты учишься для себя, для них, для меня, для кого? Ты можешь ответить здесь, сегодня и сейчас ответ. Здесь сегодня и сейчас на этот вопрос. На этот вопрос даже тяжело ответить родителям, для чего учатся их дети. Если ребенок ответил, ты знаешь, что будешь дальше делать. У тебя есть несколько вариантов. Ребенок ответил: класс, значит, ему комфортно, и он будет дальше. Это просто он вам сказал, что его напрягает. Но если ребенок сказал, что да, мне важно, мне обидно, мне больно, что они вот так говорят, что я вот с ними прямо и учителям подлизываюсь, да, то тогда в этом варианте, один из вариантов, да, я бы, конечно, сходила к профессиональному психологу, профессиональному специалисту, поговорила. С одной стороны. С другой стороны, девочке 12 лет, это уже 6-7 класс, да, по-моему? 5-6 класс. Для нее важна, спасибо большое, подростковый класс, для нее важны друзья, товарищи, одноклассники. И вы немножко отойдете на задний план. Самое главное, чтобы вот у вас было вот это доверие с ними, да, то здесь мы обучаем в виде вот этих же бесед, воспоминаний своего детства. Меня тоже так же называли, говорили: а я делала так-то. А здесь мы ее спрашиваем:
ну вот как тебя назвали, как тебе сказали, а что бы ты хотела вот в этот ответ сказать, потому что девушка здесь прописана скромная, да, а что бы ты хотела в этот случай сделать? И можно даже спросить такое, а может мне сходить к преподавателям поговорить, да, чем я могу тебе как мама, как папа помочь? Давай вместе искать вот выход из этой ситуации. Ребенок чаще всего в 12 лет уже знает, чего он хочет, особенно если они спортсмены, если у них очень много интересов, они уже знают, как выйти из некой конфликтной ситуации. Вам самое главное найти в этом решении минимум 3, скажем так, решения тавтологии, простите, да, максимум 12. И когда вы нашли хотя бы минимум вот этих 3, а давай в первую очередь что-нибудь попробуем. Мы можем им ответить, тебе завидно, ты хочешь со мной дружиться, и либо я тебе нравлюсь, да, либо что-то другое. И когда ребенок говорит, ну давай я сегодня попробую вот это, да, я отвечу, тебе завидно, либо ты хочешь, чтобы я там списать дала, либо что. Я не могу, я предлагаю только варианты, потому что не знаю, что ваш ребенок ответит. Когда ты сможешь попробовать? А когда ты попробуешь, ты мне расскажешь, как это получилось, что тебе сказала? И все будет зависеть от того, как ребенок ответил, что сказали ему в ответ, да? И от этого нужно будет отталкиваться и готовиться как бы к следующему варианту. Обычно достаточно 1-2 раз, и одноклассники тогда отстают. Хотя есть еще и другой вариант, что ты можешь просто игнорировать, не обращать внимания, ты же у меня умница, красавица, я тебя люблю. Но мы не забываем, я совершенно с вами согласна, потому что это подростковый возраст. Важно мнение сверстников, но если ее уважают и ценят теннисисты, и если она вяжет в каком-то кружке, и если для нее важен, я бы так сказала, и она идеализирует вот этого преподавателя по музыке, либо вот этого преподавателя по теннису, там, что у нее еще, да, то она может отодвинуть одноклассников и уйти вот в эти кружки. То есть есть еще такой вариант события. Хотя вы, может быть, со мной будете и не согласны. Угу. Итак, какие причины социального поведения подростков? Мы немножко, по-моему, проговорили. Биологические, генетические, мы проговорили педагогические, и мы социальные, и мы не проговорили психологические, что может влиять синдром гиперактивности, может влиять также темперамент ребенка. Ребенок может быть скромный, ребенок может быть стеснительный, и его могут сверстники, одноклассники как бы забивать. Может быть он может быть еще и агрессивный за счет своей агрессии, ему нужно будет утвердиться. И отсюда появятся вот эти причины социального. На сегодняшний день были проведены исследования, и даже не на сегодняшний день, да, трудное поведение уже считается в дошкольном возрасте, когда ребенок начинает капризничать, драться, где-то там кусаться, считают, ой, это трудный ребенок, да, что с ним будет в школе. Но официальный диагноз трудности от социальности ставят, начиная с первого звена, 7-8 лет, 1 класс, по-моему, да, 2 класс. Поэтому нашим детям немножко тяжело. Очень много зависит от родителей, как они скажут, как поведут себя в этой ситуации. Действительно ли он трудный, либо это его свойство характера, это свойство его темперамента, могут с ним справиться дома. Итак, классный вопрос, я его обожаю. Все детство старались воспитывать ребенка хорошим, добрым, справедливым человеком. И все было хорошо, пока он не перешел в старшие классы, стал агрессивным, резким, хамовитым. Подскажите, в чем причина и что мы делаем не так? Итак, на доверительный разговор ребенок не идет. Уважаемые, дорогие, я обычно говорю, любимые родители, вы все делаете правильно. Вы воспитываете своего ребенка так, как вас воспитывали мамы, папы, бабушки, дедушки. Но на сегодняшний день век вот такой современный, цифровой. Детки, может быть, немножко другие. Может быть, мы действительно не успеваем за этим временем, не разбираемся в каких-то там ноутбуках, каких-то там сотовых. Поэтому не надо винить себя в том, что вы что-то делаете не так. Во-первых, если в старший класс он перешел подросткового возраста,
То, о чем мы говорили перед этим выше. Меняется не только гормональный фон ребенка, появляются романтические отношения для него, и важны вот эти одноклассники, важны вот эти группировки, важны сверстники, да. И для него важно, я вообще взрослый или я до сих пор ребенок. Дома ко мне обращаются как к ребенкам, а в школе я вроде говорят, ты уже большой, ты в каком классе, да? Это один вариант. Дальше, в старшие классы, когда ребенок переходит, и в большинстве школ, насколько я осведомлена, меняются учителя. То есть, если в начальном звене раньше был один учитель, сейчас их, по-моему, там 3 или 4 физурки, математики, то в старшем классе по каждому предмету появляется преподаватель, и он другой. И если вы от своего любимого ребенка требуете, чтобы он учился на одни пятерки, потому что ему нужно поступить в высшее учебное заведение, а у него это не получается, либо он не понял материал, либо где-то что-то пропустил, либо до него, как говорят ребята-подростки, не дошло, он будет нервничать. Он будет агрессивным, резким. Родители требуют одно, мы говорили, гиперопека, да, высокая планка, а я не соответствую, не совпадает мое, я звезда идеальная и мое реальное, кто я здесь, если еще и в школе говорят, боже мой, элементарные вещи не знаешь. Еще один вариант. И также бывают варианты, раз это романтика. Кто-то понравился, но я ему не понравился, я попробовал подружиться, но мне отказали, и я буду агрессировать, потому что я не могу наладить отношения с противоположным полом. Либо мы захотели попасть в какую-то компанию, как в моем варианте было, привели девочку, 12 лет было, она стала грубить, она привели по поводу того, что украла большую сумму денег из дома. Ей понравилась эта компания, очень понравилась. Она очень хотела войти, но она была болезненным ребенком. Недавно еще прошла операция, и поэтому там сказали, ты войдешь, если принесешь деньги. Выхода не было, она взяла деньги и принесла, уж очень хотелось. Я всегда говорю почему-то плохие вещи, да, как говорят мне на консультациях, но здесь, может быть, тоже мне что-то сказали, а я не могу, поэтому я агрессирую. На ком я буду злость скрывать? На том, на кого я больше люблю, на своих любимых, дорогих, единственных родителях. Еще агрессивные риски хамоватые. Может быть, вариант на сегодняшний день, как говорят психиатры, да, невропатологи, принесли конфетку попробовать. Попробовал где-то покурить. Если это сперва... Я просто покурил, потому что я нервничал, да, и это принесло мне какое-то успокоение, какую-то эмоциональную такую стабилизацию, то потом я начинаю потихонечку привыкать, и мне все больше и больше хочется, а оно стоит денег. Где взять эти деньги? Я вам сейчас могу много вариантов так это накидать. Ничего страшного, да? Может быть, материально мне нужен там ноутбук или что-то такое, а дома нет возможности. Я могу опять агрессировать, потому что материально не соответствую либо той группе, либо тому классу, либо той социальной общности, в которой я нахожусь. Еще варианты, да? Ну, наверное, это основные варианты на сегодняшний день, которые мне приходят в голову, почему я стала агрессивно резким хамоватым, да? Но доверительный разговор не идет. Многие говорят, да, это такая русская пословица, поговорка, вода камень точит, сегодня не пришел, завтра не пришел. Как вы к нему подошли, как вы ему сказали, сын, иди сюда, я хочу с тобой поговорить, либо сели с ним за чашкой чая, сладким чаем, да, и пьете чай и говорите, вот в мои годы юности, да, для тебя, наверное, неинтересно, но я на маму так кричала, потому что мне там хотелось либо платье, либо там что-то еще, а мама не могла. И вот я сейчас понимаю, что я зря кричала. То есть, опять же, откровенный разговор. Рассказывая о своем детстве, я его наталкиваю потихонечку, что расскажи, что у тебя на душе, почему тебе плохо, почему ты агрессируешь. Либо еще один вариант. Четко, ясно, мне не нравится твое поведение, ты стал агрессивным, ты мне хамишь, в чем проблема? Расскажи, сядь за стол, и мы с тобой поговорим. И
чаще всего на подростков мужского пола это действует. Они начинают кричать, могут даже употреблять нецензурные слова. Но когда все сказал, а теперь давай поговорим по-хорошему, я тебя слушаю. Чем могу, я тебе помогу. Вот так. Так, вроде все. Больше идей в голове нету. Все. По детскому саду там еще я вам там. Моим сыном я уже сказала, я не записала то, что вы сказали по детскому саду. Повторите мне, пожалуйста. Девочка собирается, и мальчик, я все проговорила. Когда мы шли, вы проговорили мне какой-то вопрос по детскому саду. Если вы мне напомните, я буду вам очень-очень благодарна. Вы знаете, бывает такая ситуация, когда, допустим, у детей развивается вот это вот неадекватное, скажем так, поведение, да? В ситуации, когда ребенок долго был на домашнем обучении или просто на семейном образовании, или просто дома был, и тут его вдруг приводят в школу или в детский сад. И у ребенка вот что делать в такой ситуации? Пойду издалека, как годы моей юности еще говорили, да, мальчика лучше вести в детский садик до 1,5 лет, так говорили воспитатели-стажисты, потому что он легко адаптируется, в отличие от девочки, к детскому саду. У него легко проходит вот эта адаптация без истерик, без капризов, без кусания соседа, скажем так, да. Но на сегодняшний день по закону Российской Федерации, наверное, жаль, у меня уже большой ребенок, да, по-моему, только в 3 года можно и вести в детский садик. Раньше тоже можно, сейчас есть группа. Да? Спасибо тогда за информацию. И если ребенок очень долго был на домашнем обучении, многие педиатры на сегодняшний день, вспомнила, когда ребенок идет в детский садик, но почему-то это связано именно с мальчиками, может, потому что они тяжело адаптируются, может, у них другая психика, может, другая психология. Да, девочки легче вот с этим коллективом, они более открыты, а мальчики более закрыты. Может быть, это связано, что мы живем в Республике Коми, как я вчера услышала на одном из заседаний, да, и мы немножко закрытый народ такой, да. И многие педиатры на сегодняшний день, когда мальчика, особенно мальчиков, да, идет в детский садик и начинает болеть, то есть он поболел неделю-две, сходил день, снова заболел. Месяц-два болеет. Они предлагают нанять гувернантов. Да, тяжело, конечно, но нанимать и вот в течение года посидеть и привыкать к детскому садику. Я скажу свою технологию, да, когда был такой период, и были мальчики, и болели. В этом случае что делать? Если вы нанимаете гувернантку, либо бабушки, дедушки не могут, все работают, папа, мама тоже работают, если есть возможность маме сидеть с ребенком, шикарный вариант, да. Но наши родители, в том числе и я, если этот ребенок еще единственный, неповторимый, очень тяжело мы отрываем своего ребенка. Если мы отдаем его в детский садик, то надо вот самой себе сделать, как маме, установку. Он идет в детский садик. Его там будут любить, ценить, уважать и беречь точно так же, как и я. Если вы сделали себе установку, что его будут бить, кричать, издеваться, ребенок это чувствует, чисто интуитивно у него сформирована с мамой вот эта привязанность, да, до 5-6 лет. И он будет, соответственно, капризничать и болеть. А если вы сами себе, как мама, дадите установку, с ним все будет там хорошо, мне надо идти на работу, он будет работать в детском саду, то ребенок легче пойдет. Если все-таки ребенка привели после длительного периода, после домашнего такого обучения, то не надо вести его сразу. Сделайте сразу вот этот адаптационный период, как мы идем в детский садик. Пришли в детский садик, надо сперва у воспитателя, у заведующего детского садика узнать, да, в какую группу он пойдет, с какими воспитателями. Пришли, погуляли полчасика, потом больше, то есть всю прогулочку погуляли с ребенком, потихонечку на завтрак привели, даже он может отказаться первое время есть. У нас был ребенок, который в течение года ничего не ел, ходил только со своей игрушкой, да, по группе и плакал. И только на 2-й год начала вот завтракать какую-то кашу. Мама приносила молоко, да. То здесь приведите во время игры,
Сегодня садики очень лояльные, они разрешают привести. Приди в садик со своей игрушкой. Хотя на время, наверное, вот этих карантинов с игрушкой нельзя. Ну пусть игрушечка, да, в шкафчике подождет тебя. Ты же здесь рядом за стеночкой, она очень обрадуется, что тебя ждет. Вот видите, как я отошла от времени, уже нельзя. И так потихонечку привыкать. Хотя ребенок первое время, я бы сказала, даже в течение полугода он может дать срыв, снова заболеть, но ты такой у меня молодец. Ты целую неделю, месяц отходил в этот садик без болезни. А какие друзья-то у тебя понравились? А как воспитательница-то о тебе спрашивала? То есть у родителей должен быть вот восторг, что его там ждут, его там любят, и он будет знать, что его ждут, любят. И дома-то его любят. Он вообще у нас прелесть. Умничка. Ответила? Да, теперь следующий вопрос. Это я предзнаменую то, что у меня спрашивают, да, я как бы вам их передаю. Значит, вопрос такого порядка поступал к нам. Мама вышла второй раз замуж. Как бы появился брат. Ну, как бы, вот много лет живут. То есть брат уже пошел как бы уже в школу. То есть, понятное дело, да, что уже живут большое количество времени. А старший ребенок, как бы нормально, поведение было достаточно хорошее, хорошо ходил в детский сад, хорошо учился в начальной школе, хорошо учился как бы в периоде тоже как бы до определенного возраста. И потом получилась ситуация такого порядка, что им пришлось уехать из родного города в другой, в большой город, скажем так, большего размера город. И получилась ситуация, что ребенок там буквально за год изменился до неузнаваемости. То есть ребенок перестал учиться, отучился там в школе, то есть он закончил 9 классов, нормально, хорошо закончил. То есть первый год он прожил там очень хорошо. Он влился в коллектив, он замечательно закончил школу, он поступил в колледж, но, проучившись полгода в колледже, его просто выгнали за асоциальное поведение. То есть ребенок изменился до неузнаваемости. И сейчас мама просто не знает, что с ним делать. Понятно, что он дома устраивает истерики, он дома маме устраивает, закатывает какие-то непонятные ситуации с тем, что мне не нравится, что ты живешь с вот этим человеком, и вообще уходи от него, и мне уже это все надоело. То есть он находит любую причину, чтобы к чему-то прикопаться и чтобы его не трогать. Так, спасибо большое за вопрос. Интересный вопрос. Если он поступил в колледж, то примерно сколько ему лет? 18? Нет, еще нет. 16? Да. Хороший вопрос. Сложная ситуация получилась. Поступил он там, в том городе? Да, там, в том городе. То есть он изначально 9 классов хорошо закончил, именно в том большом городе уже, то есть они там прожили, да, прожили не то, что там 2-3 месяца, а больше года прожили. И потом такая ситуация произошла. Один из вариантов. Я никогда не говорю четко, ясно, как бы 1, 2, 3. Я всегда предлагаю варианты. Один из вариантов. Перед этим я вам говорила, да, что по новым нормативам, скажем так, по новым теориям, да, исследованиям, подростковый возраст начинается с 9 лет и до 25 лет. Да. Один из вариантов у нас начался подростковый возраст. И многие исследователи считают, если в 3 года, в 7 лет, да, мягко прошел незаметно эти кризисы ребенка, да, и этот в 15-12 мягко прошел, то он обязательно выстрелит в более старшем возрасте, ближе к 18, либо ближе к 25. И многие исследователи и профессора говорят, не дай бог именно тот возраст, он намного тяжелее, и тяжелее с ним справиться. Один из вариантов. Все-таки выстрелила, да. Второй вариант. Что же с этим делать, да? И наперед, да, как бы еще добавочно, да, чтобы более разобрать ситуацию. Его папа, он с ним общается, он военный, он на лето приезжает к нему, сейчас он даже к нему ехать не хочет. Родной папа, да? Он папа как бы, скажем так, может быть, не то, что как бы ценит и уважает, но побаивается, возможно. То есть, такая ситуация.
Второй вариант. Что-то я увидел в семье, в которой я живу на данный момент, и меня это задело. Либо оно постоянно нарастало, но я молчал, либо теперь, когда я поступила, я считаю, что я уже настолько взрослый, что могу содержать маму, да, могу содержать своего брата, меня задело, я решил показать, что за эту женщину есть кому заступиться. Один из вариантов, да, а мама не понимает, она его все прощает. Я просто как мужчина защищаю. И опять же, один из вариантов. Либо романтически там не вижу пока, скажем так, из того, что вы сказали. А социально стал пить, курить? Нет, Поведение. они там создали какую-то группу, они теперь постоянно в музыке все, а у него там друзья появились, я так понимаю. Вот, и вот он бросил колледж, все, он теперь там. Многие исследователи социального трудного поведения так и говорят, подростки резко меняют свое вот это поведение не только вследствие там употребления каких-то наркотических либо курительных смесей, да, но и когда уходят вот в музыкальное отвлечение, вот там есть идеал. И чтобы найти с ним контакт, это опять же мое только мнение, нужно выходить через эту музыку, кто ему нравится, именно вот чтобы и родителю понравилось, если там не наш язык, скажем так, а английский, французский, а о чем он поет, интересы совпасть должны у родителей. Вот как бы родителям не нравилось, как бы родителей это не напрягало, скажем так, да, как бы вот и не было трудно, ой, а о чем он поет? А что именно? А о чем вы поете? А что вы делаете? Музыку там пишете, либо что? Только вот так можно найти контакт и потихонечку вернуть. Хотя, сейчас я покажу, где-то там, видать, упустили вот только намётки этого, да. Хотя есть из вариантов, очень многие предлагают. Вообще, когда подросток начинает уходить вот такое социальное, если есть группировка, есть такое предположение, что эту всю группировку взять как бы под крыло, влиться в нее, вести как они, но потихонечку выводить на нормальное поведение, там на походы, на театры, на музеи. Я понятно сказала? Вы так на меня Я понимаю, я просто хочу, чтобы люди услышали и понимали. Да. То есть есть два варианта. Либо я вливаюсь ради сына, да, узнаю интересы, если мне нужно, либо чтобы я поняла, то я влюбляюсь в эту музыку, но имея за спиной, да, что мне нужно его потихонечку вытянуть. Ой, а тебе вот это нравится, да, а мне вот это, и он вроде о том же поет, но другими словами, другим темпом, и одевается по-другому. Смотри, у него есть первое, второе, третье. Либо я полностью вхожу в эту музыку, ребята, мне он тоже нравится, давайте то-то, то-то, а вы знаете, что он дома, то есть я всю группу беру как поддержку, потому что они для него вот на сегодняшний день идеальные. Они себя так ведут, и я взяла их тип поведения. И всю группу, а вы знаете, что он дома ведет себя так-то, так-то, а у вас там, то есть, а он любит рыбалку, а он любит охоту, а вы как? И потихонечку их вытягиваю. Хотя многие советские психологи, педагоги говорят, надо сделать как Макаренко. Либо в открытые учреждения государственного, как я говорю, образца, либо в закрытые учреждения государственного образца. Резко вот так вырвать, поселить на определенный срок, там на год-два, и вот резко так менять. Но никто не знает, какой он оттуда выйдет. И в этих случаях, когда вы войдете, тоже неизвестно. Но варианты есть, можно побороться и можно вытянуть. Главное, чтобы была вот эта любовь и желание, что бы ни было, я справлюсь, это мой ребенок. Вот здесь это цель. А если, сделайте что-нибудь. Но это опять же мое мнение. Я надеюсь, что уважаемые родители и специалисты, я понятно сказала. Ну вот вопрос, да, сейчас по сайту поступил. А если ни походы, ни музеи не интересуют вот этого ребенка, да, а что делать?
и тем более музыка. То есть его ничего не интересует. Вот что теперь делать? Вот он в компании, все. Но его ничего не интересует, тогда я читаю, я, наверное, не четко там выше сказала, да, Там вопрос оттуда. а я их все равно это не вижу. Да. Я тогда читаю про эту музыку, вот прямо открываю интернет. Нет, здесь он, тем более музыка не нравится. Ему не нравится ни музыка, он не увлечен, ни походами не интересуется, ни музеями. Его это не интересует. Что тогда-то делать? Он лежит на диване? Он лежит на диване или компания? Что за компания? Ну вот вопрос поступил. То есть здесь непонятно, да, получается ситуация? То бишь это ребенок просто, да, он лишь на диване, вот написали. Ну, на диване, да, простите, на диване у нас в республике, в городе Сыктывкаре, если я не ошибаюсь, уже было 3 варианта таких, да, подростков, и это были подростки 10-х, по-моему, 10-х, 11 классов, да. Если с одним подростком мы вышли из этой ситуации, то там была девочка, она обожала кошек, и у нее была кошка какой-то определенной породы, то мы, вот, будучи специалистом, работая вот в этом центре с несовершеннолетними, был такой опыт в моей жизни, да, мы вышли через контакт, она очень хорошо описывала про этих кошек, вот прямо досконально, да, чем питаются, что любят, и фотографии. Мы просто подружились, попросились к ней в друзья, да, один из вариантов, да, и начали говорить, что мы тоже хотели бы эту кошку, ну там дети аллергичны, все, и можно ли как-то связаться, посмотреть, попробовать. То есть мы за счет других детей, за счет вот этого ее интереса сыграли. Пришли домой, нам все рассказали, показали, и как-то за одним вторым, а именно почему эта кошка, есть же другие кошки. Вот как-то у нас так мягко получилось, мы ее вытащили на улицу, в наш центр доверия, тогда в Эжве он был много лет назад, да, и вот она стала приходить в тот центр, там нашлись девчонки, у которых тоже есть кошки, а у кого-то там собаки, чуть ли не поедете, вспомнить страшно, да, проводили. Потом девочки, у которых есть кошки, увлекались танцами, у нас попалась мама неблагополучная, вообще было весело, да, но и мама за счет, что я могу танцевать, но кто бы... Мы вышли, мы вывели заодно и маму, и этого ребенка. Он нормализовался и стал хорошо учиться в школе. Она даже, если я не ошибаюсь, поступила в техникум Пуковский, и что-то там связано с компьютерами, если я не ошибаюсь, потому что детей было много. Второй вариант, который у нас был в городе Сыктывкаре, буквально год или 2 назад. Да, потому что родители звонили. Мы не ходим по квартирам, психологи, да, и многие психотерапевты, невропатологи тоже не ходят, если сам придет, да. Поэтому там ребенок только ел и играл на компьютере. Родителям было предложено, опять же, несколько вариантов. Не то, что предложено, да, мы такие предположения делали. А если перестать готовить? Ну, не готовите. В одном случае был ребенок, второй ему нужно специально было готовить. Вот в одном из случаев мама сказала: да хорошо, без проблем. Им уже можно встать, что-то приготовить, поесть. Он уже встал с этого движения, с дивана, он уже сделал телодвижение. А когда вы еще и не закупили товар, оставили только деньги на столе, им уже нужно встать, он же есть и хочет сходить в магазин. Кто-то отключает компьютеры, кто-то отключает вот эти все их приборы. Это у ребенка сразу выходит агрессия, и очень резкая агрессия. Может хлопать дверями, можно, как в одном из вариантов, отвернуться к стенке, не разговаривать и сказать «я умираю», то в этом случае, в моей, опять же, практике, в практике учреждения, в котором мы работали, мы сразу с родителями говорили, обращаемся к психотерапевту. Во-первых, какой промежуток времени он лежит на этом диване, что он делает, может, у него уже депрессия больше 3 недель. Это не психологический случай, психолог не помогает, только психиатр, в чем как бы именно заключается, что его интересует. И тогда мы отправляли именно вот
ну, психотерапевту. Если не получается, самые простые, если срок маленький, ну, очень грубо так скажу, до 3 недель. Но если вы родитель, уважаемый, все равно, если, повторяюсь, если не было оскорблений, унижений ребенка, да, если не было такого, как бы ты никто в этом мире, да, не было вот таких установок, ты без меня ничего не можешь, да, то можно вытянуть, если там была хоть какая-то капелька вот этого добра, этого любви, этого внимания, да. Некоторые родители, как рассказывали, опять же, психологи этого не рекомендуют, но плакали, кто-то говорил, ой, мне что-то плохо сердце, и ребенок вставал, и ребенок двигался, начинал жить. И если у него нет интереса, почему нет интереса? Потому что в 3 года, когда он сказал, я хочу сам одеть сапожки, они сказали, мне некогда, и одели его, и побежали в садик, когда он сказал, я сам застегну, а вы сказали, мне некогда, мы торопимся, вы сами застегнули, повели, вы уже его раз сломали. Извините за такое громкое слово, но сделали слом. Когда ребенку в 7 лет, ему нужно идти в школу в 6 лет, да, собирать портфель, делать какие-то домашние задания, вы сами собираете портфель, вы контролируете вот это домашнее задание, стоите над душой, а не так букву написал, а надо именно вот так, как меня учили. Это уже второй слом. Когда ребенок захотел на какой-то кружок, либо, ну что самое там интересно бывает, захотел куда-то с детьми сходить на классе, нет, ты не пойдешь, у нас там теннис, математика и вообще репетитор. Еще раз, в итоге в 14, в 15, в 16 лет, что я хочу? Я ничего не хочу. За меня все решают родители. Зачем мне что-то хотеть? Зачем мне о чем-то мечтать? За меня все решают родители. Я, можно немножко отвлекусь? Однажды попросили проконсультировать молодого человека. Он закончил 11 классов, он поступил, в кавычках, скажем так, поступил в другой город, и престижный вуз, и престижный, как бы, вот эта кафедра, институт, факультет, да, спасибо большое. И он туда сходил в первый день и больше не ходил. И, значит, пришел, если мы начинаем учебу в сентябре, призыв у нас, по-моему, 1 ноября, он пришел в начале ноября. И очень попросили его инкогнито принять, да, и поговорить. Мы разговаривали с ним с 8 утра до 12 дня. За него решали школы, за него решали друзья, кружки, секции, куда, сколько классов будешь заканчивать, с кем будешь дружить, где будешь жить, куда будешь поступать, будешь жить ты в общаге, либо квартира у тебя будет. То есть за него решили все. И в итоге он пришел и сказал, а меня увлекает музыка, у меня увлекает компьютеры, я там какую-то компанию хочу создать. Извините, но я не разбираюсь в компьютерах, компаниях и всех их названиях, тем более. Как-то привилегия мальчикам отдаю, да. Если я включила компьютер без эксцессов, это вообще класс называется. И мы сидели с ним 4 часа. И я благодарна на тот момент в жизни, да, что у меня, наверное, были техники и технологии, через которые я вытащила его, потому что у него единственная мысль, а я ничего не хочу, зачем? Если я сегодня не пойду, он приехал из другого города в Сыктывкар к родителям, и родители ему сказали, если ты завтра не вернешься, да, опять же, в общих таких чертах, то ты лишишься там квартиры, ты нам никто ничто, мы тебя выкинем на улицу. А куда я выйду на улицу? Мы говорили очень много и очень долго с ним. Для меня 4 часа консультации без перерыва – это очень тяжелый момент такой в моей жизни, да. Он ушел, ничего мне не сказав, и я не знаю, с чем его оставила, в каком он состоянии, потому что в какой-то момент жизни в одной из техник он мне сказал, я стою высоко, на всех гляжу свысока. Я говорю, и как тебе, когда ты глядишь свысока? А кто тебе воду подаст, кто тебе завтрак приготовит, а кто тебе что сделает?
Он говорит, я хочу кинуться. То есть в каком он состоянии ушел, для меня был тяжелый такой вариант. Он говорит, мне надо подумать, ночь переночевать. Но так как мы работаем на республику, на следующий день я уехала, я приехала только через 3 дня. И все эти 3 дня у меня не было координат этого молодого и красивого человека. Через 3 дня я приехала, и меня на вахте вот консьержка мне повезло, да, она его принимала, скажем так, да, она видела его через, когда он пришел, попала на него, она говорит, приходил тот молодой человек, сказал спасибо. Я иду в армию, я все для себя решил. После армии приду, и там прямо через первая репетиция, что он решил и что будет. То есть он нашел смысл в этой жизни, он нашел, куда двигаться. Поэтому говорю, уважаемые родители, мы очень много хотим от детей, у нас тоже бывают завышенные требования. Это связано, наверное, с той ситуацией, в которой мы живем, да. Мы хотим, чтобы у них было лучше, намного лучше, чем у нас, да, чтобы у них была работа, там квартира, машина. А что хотят наши дети? Мы четко так говорим, да, я хочу, я чем могу, тебе помогу. Давай вместе искать выход из этого положения. Давай вместе решать, куда ты будешь поступать, чего ты хочешь, и как из этого вообще можно выйти и добиться тех успехов, которые у нас есть. И тех возможностей, что у нас есть. И если есть, повторяюсь, сегодня уже не знаю какой раз, контакт, вот это доверие с ребенком, то до него можно достучаться. Ну и вопрос, да, вот к тому же, вот, то, что внимание и так далее, а вот если он сирота, нету ни папы, ни мамы, никому, что с ним делать в такой ситуации? Это тяжелый случай в жизни моей. Замещающими родителями, сиротами я занималась года 3, наверное, назад, 2. Если он сирота и живет в приемной семье, то зависит... Да, это зависит еще какая семья. А если он находится в детском доме, там, в интернате или где, они молодые люди, это другая, и они привыкли, что им все дает государство. С одной стороны. А с другой стороны, общаясь с подростком 16 лет, они настолько обозлены на окружающий мир, настолько обозлены, ну это мое мнение, моя практика, мой опыт, да, на женщин, что вот на зло ей буду делать, но ничего не буду делать, лежать. Потому что меня 1 бросили, 2 бросили, 3 бросили. И чтобы здесь добиться вот этого доверия, чтобы он что-то сделал, здесь нужно столько труда приложить, и лучше прикладываться специалистам, чтобы в комплексе, да, чтобы он доверял, не то что доверял, он может доверять, есть варианты на сегодняшний день, я не доверяю всем женщинам мира, они для меня и алфавит, да. И здесь нужно вокруг него так сплотиться, вот это доверие, вы не знаете, что сработает, либо то, что вы его погладили, либо то, что случайно сказали, не то есть не подошли, обняли, а можно я, вот мне очень хочется тебя обнять, просто тебя сейчас обниму, может быть, это слова или действия, да, либо, может быть, а вот как ты считаешь по этому поводу, что ты думаешь? Либо у психологов есть очень хорошая игра для приемных родителей, бой бутылками. И мы рекомендуем родителям, когда у них дети агрессивны, подраться либо подушками, либо взять эти пустые бутылки, закрыть и вот подраться с детьми, как снежками, да? Не знаю, понятно ли я говорю. Может быть, на детей подросткового возраста, именно вот детей, лишенных родительских прав, сирот, это может сыграть. И когда вы разрешите, да, конечно, это очень больно, потом 2 недели нельзя приземлиться, скажем так, да, разрешите вот так подраться, помахать, пофехтовать вот этими бутылками. Вы для них будете все. Они готовы будут для вас сделать все, что вы захотите. Но надо пробовать, надо искать. Вы знаете, в моей жизни было, я разрешила, я работала с сиротами, да, попросили работать с детским домом, не буду говорить какой, именно с подростками, употребляющими
и распространяющие спайсы на тот период. И для них именно, опять же, вот был вот такой вариант. Я не знаю, насколько временно или нет, я с ними общалась 3 года, потом детский дом закрыли. Но они нам рассказали все, что нужно было и что интересно. Они пошли на контакт. Но мы вышли именно через игры, и одна из этих игр была вот именно бой бутылками. Но агрессия была без слов. Может, где-то любовью, где-то лаской, может быть, каким-то терпением. Но мы вышли. Не то, что в вашем случае, ваш опыт говорит, что это временный эффект. Дети-сироты, они есть такие, они будут вас проверять. Даже ваш собственный ребенок периодически щупает вот эти границы, что можно, что нельзя. А дети-сироты, они ежедневно, я обычно говорю, ежесекундно вот щупают, можно, нельзя. А может, вы меня вернете? А может, вы мне еще что-то? Потому что, боже мой, сегодня тайна, как я обычно говорю, раскрывается. Потому что в некоторых учреждениях плохо будешь себя вести, вызову психушку и полежишь. И я закрываюсь в рамки. А когда я попадаю в детский дом, в интернат, а насколько можно вот эту границу сдвинуть? Меня в психушку на таблетки, уколы посадят, либо мне будут доверять, относиться как к человеку. Я здесь кто вообще? Какую роль, какое место занимаю в этом учреждении? И они постоянно щупают. А если они еще травмированы и несколько раз, то щупание будет намного больнее, намного острее. И тогда уже нам нужно будет искать, как к ним подойти и найти этот контакт. Потому что знаю одну семью в Республике Коми, они приемные родители, простите, я не помню уже сколько у них детей, может, они снова взяли, да, они просто говорят, вы знаете, мы уже не считаем, когда ей будет 18 лет, девочка настолько она агрессивная, да, настолько она поменяла вот этих учебных заведений, они говорят, мы уже не считали. Но вы знаете, говорит, эта девочка нам столько опыта дала, столько знаний, говорит. У нас такие, говорит, креативные мысли, чтобы вот справиться с ее поведением, чтобы она не воровала, не ругалась, чтобы там не нападала ни на кого-то, да, чтобы не пошла там, скажем так, по мальчикам, чтобы какую-то мотивацию, чтобы училась где-то, хоть закончила сперва школу, потом чтобы поступила. Зато последующими детьми, которые у нас есть после нее, они говорят, мы уже в любой ситуации знали, что нам спробовать. Ой, это похоже на то-то, мы возьмем этот пункт, он с ней сработал. Это похоже на то-то, мы возьмем то. Поэтому эти дети все равно для чего-то нам даны. Для того, чтобы мы развивались дальше, наверное. Так, если я ответила на все ваши вопросы, уважаемые, то, наверное, все. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, пишите, пожалуйста, в консультационный центр. И я надеюсь, что я вам отвечу. Спасибо большое за внимание и до свидания, до новых встреч.